Усть-Куломский ДК получит новый автобус. Сертификат на его приобретение в честь очередного республиканского фестиваля в Василии директора учреждения Кристине Апостолиде вручил глава Коми. Сергей Гапликов напомнил, что власти региона уделяют особое внимание развитию культуры в сельской местности. И подарок площадке, где за 27 лет сложилась уникальная традиция встречать Старый Новый год, он назвал функциональным. За многие годы он становится все ярче, краше. И те представления, которые мы сегодня уже успели посмотреть, они, конечно, набирают свою культурную и, конечно, содержательную силу. Конечно, все сегодня будут болеть за наших конкурсантов, за тех, кто представляет район, кто представляет конкурсную песню. И, конечно, все те, кто сегодня находится в этом зале, будет строгим жюри, которые будут оценивать, наверное, в большей степени по глубине восприятия, в душе того, что будет изложено в той или иной композиции. В конкурсной программе этого года, напомним, было 11 песен. Впервые в этом году ввели номинацию «Молодежная песня». Победила в ней песня Алексея Жилина из Удырского района. Наибольшее количество голосов за эту композицию отдали и зрители телеканала «Юрган». Напомним, народное интернет-голосование проходило во время прямой трансляции. А гран-при 27-го фестиваля присудили песне «Асланым Олом». Музыка Александра Улешова. Слова написал один из основателей фестиваля Василий Ладыгин. Исполнил композицию народный ансамбль «Июль» из Усть-Кулома. Первый раз фестиваль современной коми-песни «Василий» прошел без одного из отцов-прародителей праздника Василия Чувьюрова. Его композиции, звучавшие в разное время, стали классикой и ушли в народ. Вот этот человек, казалось, он не имеет износа ни в чем, и этому таланту, этому совершенно определенно всесторонне, физически, но самое главное нравственно, духовно. Он настолько стоял высоко. Вторую часть фестиваля организаторы посвятили народной артистке Лидии Логиновой. Именно она на протяжении многих лет была бессменной ведущей праздника.